14 апреля этого года ночью случился пожар. Неосторожное обращение с огнем, получается, было. Ну и все, приехали пожарки, начали тушить здесь. Люди выпрыгивали со второго этажа. Дело в том, что дом под снос идет. Вот, его сносить никто не хочет. С какого года он стоит? Получается, до 23-го должны были сносить. А сейчас они говорят якобы до 25-го года. И в ДЖО денег нету. Хотя у них там была проблема. Якобы у них там 20 миллиардов украли. Вот так вот. Конкретно вот по ситуации после пожара, что у вас, какие сложности возникли? Ну, сейчас в данное время множество народу снимает квартиры или живут у родственников. Естественно, я также снимаю квартиру. А расходы большие несете? Да, расходы несем большие. Считай, там 30-40 тысяч, 25 тысяч, у кого как. У кого-то даже работы нету. Что вам говорят по предоставлению жилья вот из маневренного фонда, например? Нам хотели предоставить маневренное жилье в очень ужасном состоянии, где невозможно просто жить. И детям, и семьям. Ну вот насколько это было ужасное жилье? Ничем не лучше, чем теперь вот состояние вашего дома? Да даже хуже. Я вот слышал, что были проблемы с блокировкой счетов в доме. Дом сгорел. Поступали счета все равно за электричество, за мусор, за отопление. Вот так вот. Мы писали заявление, нам были отказы. А в чем мотивировали отказ? Я даже понять не мог этого. Мы приносили всевозможные бумаги туда. В итоге только там, со слов там, руководителя какого-то они прекратили. Вот Экосети и компания, они только вообще сказали, на полгода мы закроем счета, потом опять счета будут. То есть временно только заморозить? Да. Сколько в доме проживало человек? Сколько в итоге вынуждено арендовать? Так, ну квартир 30 точно было. Уже какие-то встречи проводились с властями? Изначально приехала сюда ДЖО компания. Они нам сразу же прямым текстом сказали, что денег нет. У правительства нашего в фонде тоже. Ну вот. Якобы могут предоставить маневренное жилье и все на этом. Никому не помогают там с арендой, например? Нам никто не помогает вообще. Просто власти на нас, скажем так, болт положили. То есть, например, не предлагают гаечный. Субсидирование какое-то там расходов? Нет, там ничего никто не предлагал. Только вещи изначально там предлагали, помощь какую-то материальную, мелкую самую и все. Какие-то коллективные обращения направляли? Конечно, коллективное обращение было направлено в прокуратуру. Я юриста, допустим, нанимал. Но сейчас суд умалчивает пока. Якобы назначили экспертизу, хотя экспертиза уже была. И были документы о том, что дом должен быть идти под расселение, так как 85% износа у него было. Но снова все умолчали. Официально уже все, дом признали непригодным, да? Ага. Ну, на бумажках, да, а так счета-то идут, начисляются. До сих пор, что ли? Ну, нам дали акт, получается, наш округ-то. Но по предоставлению, чтобы как-то в дальнейшем. А так счета до сентября заморозили. Но не заблокировали, да? Нет, не заблокировали. Дом восстанавливать нецелесообразно, сказали, в документах, в актах все есть. Ну, а здесь тоже кто-то были, да? Тут застолье какое-то было. А, ну тут точно сгорит еще второй раз. Что, костры жгли? Нет, ну тут, видать, вместо курилка, что ли? Вот тут музыку поставили, офигеть. Что за музыка? Ну это чей-то старый магнитофон, видимо. Погорельцев, может быть, там. Не было ничего. Там вообще гниль, что она насквозь на улицу выходит. У меня там грибок же все. Постоянно там крысы, с крысами ездила. Ночью боялась спать даже.
Как только начинают засыпать, они тут как тут. Тут постоянные печи. Вот когда здесь жила, я постоянно их гоняла. Они всю с улицы заходят, все здесь суд, все это делают. Гадят постоянно. Ну, тут кто-то ночевал, да? Ну, конечно, вот мы съехали. Я здесь 91-го года проживала. Своими силами старалась все делать, обустраивать. Ух ты, они тут еще... Офигеть. Вы в какой квартире проживали? Я вот в этой квартире А проживала. какой номер? А? Какой номер у квартиры? 16-й. Вот смотрите, что творится. Сколько своими силами всяко разное я старалась вот это все устраивать. Постоянно материалы, постоянно это. Пол отсыпали, да? Пол и поднимала, и отсыпала. И вот смотрите, вот это нельзя, это каждый год вот такая вот. У меня муж умер здесь, раком заболел, легких. Мгм. Я сама болела, тоже я нити лежала. Из-за этого мне пришлось съехать отсюда. Вот представляете, у меня тут дети приходили, они постоянно кашляли. Внуки приходили, кашляли. Из-за этого я их сюда не пускала. Сама вот жила с мужем. Муж умер из-за этого, от рака легких. Я сама вот заболела, пришлось мне из-за этого съехать. А где сейчас проживаете? Всяко разные квартиры. Вот сегодня я опять же с другого адреса на другой адрес переехала. Мгм. Вынуждены Потому снимать что квартиру. я не могу, я пенсионерка, и то работаю, но у меня этот средств не хватает. Постоянно вот жилье снимать. А Вы сколько у вас представляете, расходы составляет на жилье? на жилье? Вот считайте, вот эта квартплата была, плюс счет за аренду платила. За аренду сколько платите? За аренду я сначала 25, потом 28, потом в прошлом году за 15 нашла, она мне нынче заставила съехать. Потому что она хочет на большую сумму сдать. В таком положении как можно нам жить-то? Все-таки мы в 21 веке живем, а не в этом. Раньше вот как-то можно было времянки там снимать. А сейчас вот сейчас такой век, вот люди в таких новостройках, в этих шикарных домах живут. Неужели я себя за человека не считаю? Почему я должна страдать?